Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова и предлагаю вам цыганский расклад на декабрь, отношения, любовь для скорпионов. Посмотрим, что ждет в отношениях в этом месяце, какие события будут происходить и вот какие самые главные, которые повлияют на ваши отношения, на вас самих. И в эту позицию выпадает туз пиковый. Эта карта говорит о том, что все события будут складываться вокруг женщины. Скорее всего, это будет что-то связанное с переходом на какой-то новый уровень жизни. То есть здесь может быть и предложение руки и сердца, здесь может быть свадьба, здесь может быть появление ребенка или зачатие, здесь может быть приобретение даже недвижимости или может быть переезд на новое место жительства, может быть даже в одном городе, а может быть и куда-то дальше. Кроме того, это карта каких-то больших материальных приобретений, которые вот много эмоций вызывают, много радости. Также это карта, когда что-то красивое приобретается, может быть либо одежда, либо может быть ремонт в доме или покупка каких-то предметов мебели, которые вот улучшают вот эту атмосферу, которая в доме присутствует. В общем, все, что будет хотеться женщине в декабре, это все будет на благо вашим отношениям, будет выводить как-то их на новый уровень, добавлять энергии, радости, счастья и так далее. То есть для тех, кто ищет партнера, эта карта говорит о том, что могут женщины именно проявлять активность, да, проявлять желание познакомиться, они будут интуитивно чувствовать, кто им подходит, кто нет. А если мужчины смотрят этот расклад, то нужно обращать внимание на тех женщин, которые уже как бы им уделили какое-то внимание. Это как бы интуитивно они угадывают, что вы им действительно подходите, да? Кроме того, эта карта говорит о том, что события могут развиваться в отношениях как-то не равномерно, да, то приближение, то отдаление. То есть здесь, конечно, есть такой прицел на дальние отношения, но этот месяц еще будет пока такой эмоциональный, да. Давайте посмотрим, что ждет тех, кто в браке находится или в отношениях. Вот по этой карте есть возможность чего-то приятного, да, может быть, нужно будет как-то изменить свою жизнь, может быть, нужно принимать какие-то нестандартные решения в паре. Но в любом случае, если полагаться на интуицию женщины, либо если мужчины полагаются на свою интуицию, у кого она развита, это все будут правильные решения, даже если они непривычны, даже если они как-то по-новому вас открывают. Давайте посмотрим, что может помешать этому. В эту позицию выпадает десятка пиковая. И эта карта говорит о том, что помешать могут быть какие-то знакомства излишние, да, или может быть какой-то легкий флирт может помешать. Или может быть, когда вы нарушаете вот такое вот равновесие в вашей паре. Может быть, допустим, у вас были гармоничные отношения, когда они строятся на взаимоуважении, когда у вас равноправие, и вдруг один из партнеров, допустим, пытается как-то выше подняться, да, или наоборот ниже опуститься. То есть вот это может помешать. То есть нужно сохранять вот эту стабильность, уважать друг друга и так далее. То есть такие вот должны быть отношения, намерения и так далее. То есть обратите внимание именно на качество отношений, для того, чтобы действительно был месяц удачный, да, то есть нужно женщину поставить в центр в этом месяце, то есть либо, если вы, женщина, смотрите расклад, то себя поставить в центр и ориентироваться на свои желания, они вот очень правильные будут, либо, если вы мужчина, то ориентироваться на желания своей женщины, то есть вы должны просто как бы принять, что в этом месяце она права, да, то есть ее интуиция очень верно все подсказывает, и каких бы вопросов это ни касалось. Давайте посмотрим, как вы чувствуете себя вот во время этих событий. Валет червовый говорит о том, что вы очень счастливы в этом месяце,
вы наполнены любовью, верой в то, что у вас лучше еще все впереди, да, что будет очень много счастья, у вас чувства углубляются, вы готовы заботиться. В общем, очень хорошие такие отношения, усиление чувств, да, может быть такое чувство привязанности, что вот трудно обходиться без партнера рядом. Для новых отношений то же самое, да, то есть любовь, счастье, очень хорошее состояние. Давайте посмотрим, что именно в событиях происходит, то есть как они развиваются. И девятка червовая говорит о том, что события развиваются очень быстро, постоянно сменяют одно другое, постоянно приходит какая-то новая информация, постоянно что-то может быть важное в документах, да, может быть кто-то подписывает какие-то документы, или какие-то поездки могут быть у вас совместные. То есть все время что-то важное, все время что-то новое. И у вас даже, может быть, не хватает как бы возможности, да, все это переварить. То есть, может быть, потом со временем только вот уляжется вся эта информация, а пока что вы только реагируете на те события, которые происходят вот очень быстро, неожиданно, да, сменяют друг друга постоянно, и вы вот в этом во всем варитесь. А давайте посмотрим, о чем вы думаете, когда вот это все происходит. Туз червовый в эту позицию выпадает, и он говорит о том, что вы думаете о том, как бы повлиять вам на ситуацию, или как бы удержать ее, или как бы создать вот отношения еще лучше. То есть вы хотите вот активно вмешиваться в ситуацию, а здесь вот выпадают две карты. Вот первая карта у нас женская, туз пиковый, а вторая карта мужская, туз червовый. То есть получается, что вы как бы перекрываете вот этот поток счастья, радости и всего прочего, да, перекрываете своим разумом, когда вмешиваетесь в это. То есть нужно оставить эту активную позицию, да, нужно довериться жизни, нужно довериться событиям, тому, что происходит, и тогда вот не будет вот этих блоков, которые вы можете неосознанно создавать с помощью своих мыслей, когда вот стараетесь что-то менять очень активно. Давайте посмотрим, о чем вы думаете. Вернее, чего вы ждете. Шестерка трефовая в эту позицию выпадает, и она говорит о том, что вы ждете почему-то, что все вдруг закончится. Вы ждете, что закончится счастье, вы ждете, что закончится все хорошее. И получается так, что у вас все хорошо, да, у вас все отлично, жизнь дает вам новые возможности, перспективы, обещает как бы все больше и больше радости, а вы думаете о потерях, вы думаете о том, что придет какое-то испытание, или все равно вы будете там страдать, допустим, или еще что-то такое. То есть вы все время почему-то обнуляете, как бы ставите крест вот именно вот этими ожиданиями на том хорошем, что может происходить. Нужно обязательно обратить внимание на вот эти ожидания свои, да, вот они, видимо, со страхами связаны, вот, но в любом случае они создают диссонанс, да, то есть вот смотрите, у вас получается так, что вы хотите одного, думаете о другом, а ждете третьего, то есть, ну, получается так, что ваша как бы сущность, она разъединена, то есть получается так, что вы не можете принять ситуацию целиком, да, не можете насладиться тем счастьем, той радостью, которая вам дается. Теперь посмотрим, как вы себя ведете. То есть это вы ждете, а ведете вы себя как шестерка червовая. То есть это говорит о том, что вы романтично очень настроены, у вас такие возвышенные чувства проявляются в отношениях. И вообще у вас такое ощущение, ну, вернее, когда вы себя ведете таким образом с партнером, у него складывается ощущение, что он как бы идеально вам подходит, да, что этот человек действительно
нужный вам, да, и у вас на него там далеко идущие планы, и отношения у вас как будто бы перспективные, да, вас все устраивает. А что же думает о вас ваш партнер? Туз трефовый выпадает в эту позицию, и он видит в вас человека, с которым может быть счастлив долго, да, хоть всю жизнь. То есть он видит в вас прекрасного партнера, он видит человека, с которым хотел бы там заключить брак, да, он видит вас и себя вот как единого человека, да, как единый организм. Конечно же, очень серьезно настроен, и он видит и в вас тоже серьезность и ответственность, и видит и в вас желание заключить какое-то соглашение, может быть, или брак, может быть, он сделал вам предложение, партнер, да, и вы приняли его, либо, допустим, у кого-то это уже заключение брака в этом месяце. То есть здесь вот партнер видит вас действительно как идеального супруга, как идеального партнера, и очень счастлив этим. И он прям уверен в вас, он верит вам. Давайте посмотрим, чего же вы боитесь. Восьмерка бубновая в эту позицию выпадает и говорит о том, что вы боитесь каких-то, ну, может быть, начала новой жизни. Может быть, вы боитесь, что какие-то события, которые вот были в вашем прошлом, не понравятся вашему партнеру, и вы их стараетесь скрыть. То есть вы боитесь, что он об этом узнает. Кроме того, вы боитесь, скорее всего, отказаться от каких-то своих убеждений или, может быть, от привычной жизни, да, может быть, не хотите ничего менять, боитесь. Может быть, вы боитесь, ну, любых каких-то начинаний. Вот такое ощущение, что вы боитесь открыться, боитесь показать свое истинное лицо из-за того, что уверены, что вашему партнеру это не понравится. И вот это забирает у вас энергию, это забирает у вас силы. То есть здесь, конечно, очень хорошие карты, ваш партнер вас принимает идеально, у вас вообще все замечательно. И вот то, что есть между вами какие-то тайны, недоговоренности, это может все портить, поэтому, наверное, стоит об этом подумать. А чем же закончится декабрь? Выпадает в эту позицию семерка трефовая, и эта карта говорит о том, что у кого-то может быть прибавление в семье, да? Может быть какие-то новости будут, которые вас как-то выбьют из колеи, да, может быть, будут какие-то мелкие такие помехи, которые будут как бы портить настроение, да, но вы как-то особо не будете на это обращать внимание, потому что у вас как бы общий фон такой радостный, счастливый, и поэтому вот эти мелкие какие-то неприятности, они для вас особо ничего значить не будут. Но кроме того, эта карта еще говорит о том, что может что-то потерянное, давно, может быть, потерянное, вернуться в этом месяце. И вы этому очень удивитесь. Это может быть и что-то материальная вещь какая-то, либо человек, которого вы уже считали потерянным, да, он может вдруг проявиться, прийти, да, как-то обозначиться и так далее. То есть написать может. Очень удивитесь этому, скорее всего. Давайте посмотрим, что же вам мешает в отношениях, чего не хватает в этом месяце. Скорпионом выпадает в эту позицию восьмерка пиковая. Восьмерка пиковая говорит о том, что вам не хватает общения, вам не хватает удовольствия в жизни. Может быть, вам нужны друзья, да, побольше друзей. Может быть, вам нужно проводить время с такими людьми, которые увлечены чем-то, может быть, искусством или еще и каким-то творчеством. То есть вам необходимо вот такое приятное окружение, а в отношениях вам не хватает равноправия, равноценного союза. То есть, возможно,
один из партнеров испытывает какую-то зависимость в отношениях, либо это материальная зависимость, да, может быть, кто-то там меньше, кто-то больше зарабатывает, может быть, это зависимость в чувствах, в эмоциях, допустим, один больше любит, другой меньше. В общем, здесь какое-то неравное распределение энергий, и нужно обязательно его выровнять для того, чтобы вот правильно развивались отношения. И не зря карта именно сейчас выпадает, видимо, для этого время. То есть это как будто бы начало нового какого-то периода. Даже для тех, у кого уже отношения стабильны, это начало периода на новом уровне. И вот сейчас именно нужно этот вопрос решить, да, чтобы у вас было равноправие такое в поведении. Давайте посмотрим, какой совет дают карты на декабрь. Скорпионам выпадает в эту позицию девятка трефовая. И она говорит о том, что вам карты советуют не быть слишком уж доверчивыми. То есть нужно, прежде чем доверять какому-то человеку, друзьям, которые будут в ваш дом приходить, нужно сначала его проверить. Да? Не нужно открывать сразу свою душу, рассказывать все, что вы думаете. Нужно быть немножко таким, как бы хитреньким, да, скрытным. Может быть, посмотреть, насколько ваши друзья бескорыстны, насколько можно им доверять, а потом только уже открываться. То есть здесь нельзя быть готовым только к тому, что вот все люди, допустим, хорошие. Да? Нужно обязательно учитывать то, что все люди разные, и прежде чем кого-то допускать к себе, нужно проверять. Это касается, кстати, и нового знакомства для скорпионов. Если человека вы встретили, и он вам очень нравится, да, в любом случае нужно держать дистанцию, сначала проверить, как он себя ведет в жизни, какие у него друзья, какое у него окружение, чем он занят. То есть посмотреть сначала, насколько человек пользуется доверием, допустим, у своих друзей, у своего близкого круга, а потом только уже решать, стоит ли действительно ему открываться, да. Давайте посмотрим, какой антисовет дают карты скорпионам на декабрь. В эту позицию выпадает валет трефовый, который говорит о том, что не нужно конфликтовать. Если даже дружба какая-то ненадежная, или может быть какие-то неустойчивые отношения, или вы видите, что человек вам там действительно не подходит, не нужно конфликтовать, нужно решать все вопросы спокойно. Или, допустим, человек какой-то вас обидел, да, или как-то лишил вас душевного покоя. Не нужно наказывать его, нужно оставить это все на волю высших сил, да, то есть они сами разберутся. Если вы, допустим, проявите здесь вот такие негативные какие-то качества свои, именно как наказание, да, вы можете сами пострадать потом в будущем. То есть просто отдайте эту ситуацию, она сама решится, да, то есть обязательно человек получит свое, если он перед вами виноват, а вы просто отпустите, забудьте и не думайте вообще совершенно про этого человека. Кроме того, эта карта советует позаботиться о нервной системе, да, то есть не нужно слишком растрачивать свою нервную энергию. Она вам еще пригодится, карты говорят. Друзья, я желаю, чтобы только самое лучшее сбылось. Я желаю, чтобы вы как можно легче решали вопросы в этом месяце, чтобы все приятные предложения, которые будут к вам приходить в этом месяце, вы могли использовать себе на благо. Я желаю, чтобы вас окружало как можно больше людей, порядочных, людей, которые дарят вам радость. И всего вам доброго, до новых встреч!